Во время становления нашего государства, Республики Казахстан, были утверждены наши главные символы – флаг, герб, гимн государства. Затем в 1993 году была введена национальная валюта Республики Казахстан. Я работала в отделе паспортно-визовой работы. В это время нам впервые показали наши новые документы. Было изучено несколько вариантов документов в Министерстве внутренних дел, но остановились на вот этом, которым мы сейчас пользуемся. Это пластиковое удостоверение личности и наш красивый паспорт. И возникало очень много вопросов. Что такое внутренний документ? Как можно жить по одному удостоверению личности? Почему в паспорте нет записей о месте жительства, о семейном положении? В красном паспорте были отметки даже о военной обязанности, даже группу крови проставляли, записывали туда детей. Всего этого в новом паспорте не было. Сотрудники паспортной службы очень часто выходили в коллективы, разъясняли, потом выступали в средствах массовой информации, на телевидении, все рассказывали. В городском отделе паспортной службы были созданы бригады, около 40 паспортистов тогда набирали специально для этого. И эти бригады совместно с фотографами выезжали в организации, в коллективы, на заводы, где прямо на месте работы оформляли документы. Ярко запомнились вручения такие, которые получали дети, впервые получающие документы Республики Казахстан. Было очень трудно, потому что в районах при выезде в населенные пункты очень часто не было света. И фотографы наши даже возили с собой такие небольшие электростанции, чтобы обеспечить людей паспортами. Население области очень хорошо поддержало эту кампанию, и мы хорошо отработали, вовремя в установленный срок закончили обмен паспортов. Сейчас этими документами все пользуются как в порядке вещей, все привыкли жить по удостоверению личности. Наш отдел паспортной визовой работы был всего 6 человек, было всего несколько печатных машинок и просто ручки, потому что все паспорта, и гражданские паспорта, и заграничные паспорта заполнялись вручную. Вот. Сейчас это большое управление миграционной полиции. Благодаря независимости Республики Казахстан работа поставлена на очень хорошем уровне, хорошо сейчас укомплектованные службы компьютерами, хорошие современные электронные базы данных. Это позволяет очень хорошо и мобильно работать. Время у сотрудников уменьшается на обслуживание населения. Организована работа в очень хорошем порядке. В канун этого большого праздника хочу поздравить всех североказахстанцев и сотрудников органов внутренних дел с этим праздником, пожелать всем дальнейших успехов, продвижения по службе, главное здоровья всем, счастья. Пусть будет всегда над нашим небом мир.